Рабочая атмосфера и шум строительной техники – весь этот труд для будущих воспитанников. Строительство новой школы жители селения Верхние Очулки ждали давно. Подрядчик прилагает все средства и силы, чтобы объект сдать к концу этого года. Возводить школу начали в августе прошлого года. Здесь залили фундамент, возвели стены и частично провели коммуникацию. На стадии завершения ее сделать надо крышу полностью. Сейчас вот-вот должны приехать жестяники рабочие. Они должны крышей заняться. Как вы видите, полностью перегородки. Первый и второй этаж закончены. Сейчас на втором этаже должны заканчивать перегородки полностью. Классные учреждения полностью. И вот эти надо заканчивать. Пока одна группа занимается внутренними работами, другая, задействовав технику, благоустраивает двор. У школы будет свое футбольное поле, вместе со спортивными и игровыми площадками. Детям теперь после занятий будет место, где заняться досугом. Полностью متجيش полностью حكير شيء واخ لا تعنيز ده единственный да трасса матер вентеш клач да трасса матер да мечен погрузчик бог бежал метги цегиш мечки да трасса матер полностью площадка я забитый рит для кал площадь полностью кеча сдала что трасса матер цегиш установить еже та помимо этого диана ценис да да мечки котельные عواتي полностью котельные оборудование حاجاتك عواتي جلش площадь مسوحة محكيرش жлат. Школу строят по национальному проекту образования. О комфортном пребывании детей здесь и не стоит задумываться. Все продумано до мелочей. Есть пантусы, лифты и санузлы для детей с ограниченными возможностями. Здесь огромный спортзал, актовый зал и пищеблок. Кроме основных предметных кабинетов, школьники тут найдут дополнительные залы для кружков. Например, робототехника, прикладное искусство и ментальная арифметика. Словом, все сделано, чтобы обеспечить воспитанникам увлекательное путешествие в мир знаний. Директор будущей школы вместе с жителями ждет не дождется открытия объекта. Я считаю, что именно такие школы помогут нашим детям стать творчески мыслящими, физически здоровыми, эстетически и нравственно воспитанными личностями. Будущее здание строится с соблюдением всех норм и правил. За этим следит технадзор. В строительстве не бывает без определенных значительных, незначительных нарушений. Но на данном объекте нет таких значительных нарушений. Если возникают какие-то отклонения от проекта или связанные с качеством какие-то проблемы, это все устраняется на месте. Делает замечания, предписания и все устранимо. Всего в селении Верхние Очулки функционируют две школы общей вместимостью 550 детей. Им приходилось работать при нагрузке более 2000 учащихся. Сейчас в селении возводят одновременно две школы на 420 и 720 мест, тем самым увеличивая суммарную возможность образовательных учреждений села до 2500 мест. После чего можно с уверенностью сказать, что нацпроект по ликвидации двухсменного и трехсменного режимов успешно выполнен в Верхние Очулки. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Исмаил Коригов. Новости 24.